Осень не только пора очарования, но и время хлопот для мам с детьми в больницах. Грипп, простуда и ОРВИ. Список распространенных осенних заболеваний не маленький. При первых признаках болезни необходимо сразу обратиться к специалисту. Заметно, прям с сентября месяца, как только началась школа, дети пошли в детский сад, вирусное заболевание начало прям очень даже расти значительно. То есть приходят в основном это насморк, кашель, повышение температуры, просто острые респираторно-вирусные в виде этих заболеваний. Очень важно с первых признаков болезни до полного выздоровления ограничить общение с окружающими. Сезонные вирусные заболевания передаются воздушно-капельным путем. Одним из эффективных способов лечения считается своевременная вакцинация. Как раз сейчас в республике проходит иммунизация против гриппа. Прививаются ультиквадриксом сразу от нескольких сезонных заболеваний. Если мы сейчас привьемся именно в сентябре, в октябре месяце, то максимально хотя бы будем защищены от гриппа. То есть мы понимаем, грипп это достаточно тяжелое заболевание. Оно, как правило, бывает февраль, март. Также здесь, так как учитывая здесь зимы достаточно теплые, то в принципе она может весь зимний период быть. И здесь мы максимально пытаемся защитить именно вакцинацией. Вакцинация осуществляется в плановом порядке, проводится она однократно, это с 3 лет, и дважды это с 6 месяцев до 3 лет, то есть там интервал месяц. Несмотря на то, что простуда может показаться неизбежной частью с наступлением осени, принятие определенных профилактических мер поможет или быстро отправиться от ОРВИ, или вовсе предотвратить эту болезнь, повысив иммунитет. И здесь вопрос не только в принятии медикаментов. Во-первых, одеваем по погоде. Важно очень, то есть если прохладная погода, естественно, теплые вещи, чтобы были уши прикрыты, там, шея закрыта, да, где ветра, этот момент тоже надо не упускать ни в коем случае. Также учим гигиене детей, это мыть руки обязательно. И, естественно, витамины можно, то есть я не говорю, что витамины это могут быть и во фруктах, это правильное питание, рациональное, обязательно, чтобы присутствовал белок в еде, это тоже очень важно для ребенка, который растет. Кстати, о витаминах. Без консультации лечащего врача их не следует принимать. Их дозы должны назначать медики по обстоятельствам. Если нерациональное, неправильное применение без назначения врача, это все серьезно. Даже витамин С банальный может вызывать определенные заболевания, определенные реакции. То есть мы должны внимательно к этому относиться. И ни в коем случае родители сами не должны себе назначать и детям, соответственно, какие-то препараты. Считается, что взрослые заболевают простудой 2-4 раза в год, а дети, чей иммунитет только учится отражать атаки респираторных инфекций, до 10 раз в год. Поэтому медики, кроме всего прочего, рекомендуют пить больше воды, соблюдать режим дня, а также проветривать помещение и пользоваться антисептиком. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.